Каждый год мы выбрасываем множество пластиковых бутылок, пакетов и одноразовых стаканчиков. И даже не задумываемся об этом. Однако мир меняется, и люди постепенно учатся более бережно относиться к окружающей среде. Большое внимание уделяется раздельному сбору отходов. Именно с просветительской целью в городе Чебоксары дан старт новому межрегиональному этапу экологического проекта «Эко-привыкай». Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. А в нем принимают участие 6 регионов Российской Федерации: Чувашская республика, Мордовия, Волгоградская, Кировская, Самарская и Нижегородская области. Реализуется этот проект совместно с общероссийской общественной организацией «Российское экологическое общество». Для ребят проведут более 60 интересных экоуроков и викторин. Одна из важнейших задач – научить людей сдавать на переработку наиболее опасные отходы. Это ртутные лампы, батарейки и аккумуляторы. Есть и особо опасные отходы, которые у нас образуются. Это, например, ртуть-содержащие градусники, ртуть-содержащие лампы. В Чебоксарах есть предприятие НПК «Меркурий», которое занимается переработкой, называется демеркуризация этих отходов. Они извлекают оттуда стекло, пластик, металлы и направляют их на вторичное использование. Так что главное – это, пожалуй, изменить собственные привычки. К сожалению, большое количество отходов, которые у нас в быту образуются, да, очень долго разлагаются. И период разложения пластиковых, упаковочных материалов, пластиковых бутылок может достигать даже 1000 лет. И эти отходы могут остаться после нас. Кроме того, в столице Чувашии реализуется проект «Эко-двор». Это проверенный на практике способ объединить людей для раздельного сбора отходов и совместного улучшения дворов. Участники делятся своим опытом. Мы проводим экологические праздники, экологические мероприятия для того, чтобы рассказать людям, внедрить раздельный сбор отходов. То есть у нас цели такие. Это в первую очередь трансляция идеи бережного отношения к природе. Далее это научить россиян практике раздельного сбора отходов, скажем так, да? И еще у нас есть цель внедрения волонтерских групп. Важно понимать, что не любая бумага годится для переработки. К примеру, чеки и упаковки от соков Тетрапак нельзя сдавать вместе с макулатурой. Таким образом, школьники узнали много полезной и важной информации, которой потом можно поделиться с родными и друзьями. На этом уроке мы узнали, что бывают отходы и мусор. Отходы мы можем перерабатывать и распределять по разным контейнерам: бумага, пластик и стекло. А еще на таком необычном уроке ребят ожидала увлекательная игра. Сегодня мы играли очень интересную игру «Управляем отходами». Там мы обучались, можно сказать, как распределять отходы. Мы управляли машинами, ходили на разные станции. Так что будущее зависит только от нас. Увеличение количества отходов стало серьезной проблемой для человечества. Если каждый житель России возьмет на себя ответственность за сортировку и отправление на переработку собственных отходов, то проблема глобального загрязнения городских, природных зон, а также несанкционированных свалок исчезнет со временем. В России создана инфраструктура для раздельного сбора отходов. Но населению нужно привыкнуть к нововведению и понять, как работает эта система. Так что каждый из нас может внести свой посильный вклад в сохранение природных ресурсов.